На территории Республики Тыва в течение 3 недель наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Суточный прирост заболеваемости в Тыве превышен по сравнению с российскими показателями в 2 раза. В целом за неделю зарегистрировано 632 случая. Наиболее поражаемая группа является от 30 до 59 лет. Затем группа 65+, и от 18 до 29 лет. На втором и на третьем месте у нас идут население, неработающее население, пенсионеры и детский возраст до 17 лет. Это за счет вспышечной заболеваемости в лагере Байлак. На сегодняшний день необходимо сказать, что в связи с тем, что у нас коэффициент распространения РТ на территории нашей республики в течение уже 2 недель остается высоким, то есть более 0,8 на втором этапе рекомендуемая норма. У нас доходило до 2,2 РТ показатель, и сегодня он равен 1,4 за прошедшие сутки. За прошедшие сутки у нас зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных случаев. Это только по ковид. Отдельно у нас идет статистика и по обращаемости в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями. По поводу коечного фонда. В Туве на 6 июля развернуты дополнительные 1340 коек. 240 коек из них по кожурным звеньям. Пациенты начнут поступать на коечные места уже сегодня. В спорткомплексе имени Ивана Ерыгина все условия созданы. Подведен кислород, есть необходимое оборудование, лекарственные препараты. И все это в достаточном количестве, отмечает заместитель министра здравоохранения Марианна Колор. По поводу открытия госпиталя на базе Ерыгина, это госпиталь, он предназначен для лечения больных со средней степенью тяжести без хронических заболеваний молодого возраста. И лекарственные препараты, все это в достаточном количестве. По поводу находящихся пациентов на лечении, на утро сегодня у нас находится на лечении 2913 человек, из них 863 в стационарах города Кызыла. И из них 151 человек в тяжелом состоянии и 27 пациентов на кислородотерапии, то есть на инвазивной, неинвазивной вентиляции легких. На амбулаторном лечении у нас находится 2050 человек, из них 500 с лишним детей, и также есть беременные женщины. Для того, чтобы качественно проводить наблюдение и лечение амбулаторных пациентов, с сегодняшнего дня с 8 утра начал функционировать амбулаторный ковид-центр, который активизировал свою работу, где также достаточное количество лекарств. В республике на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано почти 70 тысяч человек. Вакцинации в Туве подлежат 60% взрослого населения, а это 124 290 человек. Полный курс вакцинации прошли 52 тысячи. Вакцин в Республике Тыва в достаточном количестве. На сегодняшнее утро остаток вакцин – это Спутник Ви или Гамковид-2, у нас 14 тысяч. Все пункты вакцинации, которые мы открывали ранее, они у нас функционируют и работают. Мы приглашаем жителей нашей республики на эти пункты вакцинации. Кроме того, дополнительно начали функционировать еще 2 пункта вакцинации. Это пункт вакцинации в аэропорту. Вакцинируем прилетающих граждан нашей республики в торговом центре Гаруда на 1-м этаже. Ситуация серьезная. С 5 июля начали действовать определенные ограничения, связанные с запретом работы детских развлекательных центров, которые организовывают для детей и выездные мероприятия. Под запрет попали массовые мероприятия – общественно-политические, культурные, развлекательные. Также был введен запрет по заполняемости отдельных объектов. Культуры, театра не более 50% заполняемости. Учитывая стремительный рост заболеваемости, с 5 июля внесены предложения правительства Республики Тыва о запрете до особого распоряжения правительства всех массовых мероприятий. А это значит, что свадьбы, дни рождения, семейные и различные торжества отменены. Эти меры направлены не против малого бизнеса. Это правильно надо понимать. Эти меры направлены для разобщения людей, временного разобщения, чтобы нам снизить, стабилизировать эпидситуацию. Потому что известно, что
большая концентрация людей, это неконтролируемый процесс. Здесь легче переносится вирус от одного человека к другому передается. Поэтому эти меры направлены исключительно для того, чтобы прервать, обеспечить разрыв механизма передачи вируса. Оперативным штабом принято решение также на основании направленных предложений Роспотребнадзора Тувы, что в пансионатах на местах отдыха процент наполняемости должен быть не менее 25%, которые должны в обязательном порядке соблюдать все меры профилактики. Так как введены ограничения в общепитах, наполняемость зала должна составлять 50%. Но граждане, несмотря на сложную эпидобстановку в Туве, продолжали проводить массовые мероприятия с большим количеством людей. Это является большим риском прироста заболеваемости. Мы проводим рейдовые мероприятия совместно с муниципалитетами, совместно с Министерством общественной безопасности, с Министерством внутренних дел. Ежедневно проводятся рейды, и по всем организациям, которые предоставляют данные услуги, крупные наши банкетные залы, по ним проводится информационно-разъяснительная работа. Есть отдельные предприниматели, которые не соблюдают, с ними проводится работа. Не хотелось бы, чтобы доходило до протоколов, до составления протоколов об административном правонарушении, потому что там сумма штрафа высокая. Малый бизнес тоже попал под условия. Проводятся рейды и по развлекательным комплексам, даже те, которые находятся на улице. Это детские батуты. Те предприниматели, которые понимают о необходимости ограничений, переставали работать. Но есть те, которые продолжали, несмотря на запрет. Наша задача сейчас по максимуму вакцинировать работников субъектов малого и среднего предпринимательства. И в данный момент у нас составляет 33% от общего количества работников субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания, бытового обслуживания, торговые точки. 67% осталось еще вакцинировать. В идеале было бы, чтобы все 100% были вакцинированы. Но с учетом того, что медотводы есть, те, кто-то болел, имеет антитела, все равно 100% пока что наш целевой ориентир. Планируется создание чистых бесковидных зон, и туда будут пропускать только тех, кто вакцинировался, либо кто имеет справку о наличии антителах. Касается это и самих работников. Данные меры нам позволят, в принципе, с одной стороны, соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, с другой стороны, позволят людям все-таки тоже отдыхать, питаться, как и раньше. Да? Надеюсь, что чем быстрее все провакцинируются, тем лучше будет, в принципе, и для бизнеса, и для населения. Не стоит забывать, что для вашей безопасности необходимо пройти полный курс вакцинации. С 1 января зарегистрировано 2461 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. По информации Минздрава Тувы, с 1 января умерло 35 человек от COVID-19. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.